Вичаулан Иссай, здравствуй, Зауралье. Снова перед нами твои необъятные просторы. Здесь давно, очень давно поселились наши деды и прадеды. Их потомки воспринимают сегодня как легенду рассказ о том времени, когда в поисках лучшей доли перебирались за Урал с поредевшими от болезней и бескормицы оленями стадами коми-иженцы и святас. Вот и появились постепенно на берегах Оби коми, села и деревни Саранпауль, Казым, Шурышкары, Мужи. Веселый праздник проводы зимы. Скоро оживут реки, прилетят на север утки, гуси, лебеди, поднимутся из Северного Ледовитого океана косяки молодой рыбы, сырок, пыжьян, шекур, муксун, нельма. А пока проводы зимы. Войпель, бог северного ветра у древних коми, не должен обижаться. Традиционная вечеринка, рытпук. Пролетит короткий, как заячий хвостик, зимний день с его извечными заботами, и по вечерам соберутся рукодельничать, да заодно и вспомнят старинные народные песни. Коми стали переселяться на Обской север в половине прошлого века. Имеются документы архивные, в частности, метрическая книга, которая сохранилась, датируется 1862 года. Около 30 лет проработал председателем сельского совета в селе Мужи Федор Алексеевич Рочев. Знают его и как любителя краеведа. Что же привлекало их сюда? Обилие пастбищ оленьих, обилие пастбищ для развития домашнего животноводства, а также богатые поймы рек, богатые рыбой и охотничьи угодья. Первые, которые переселились сюда, это Артеевы, Поповы, Рочевы, Ануфриевы, Вакуевы, Чупровы, Хозяиновы. В частности, здесь такие записи в этой книге. Датируется это 1866 годом. Значит, родилась девочка у родителей, которые прибыли из Архангельской губернии, Егор Петрович Артеев и его жена Марфа Андреевна. Дальше, значит, из Архангельской губернии крестьянин Тит Зиновьевич Конев и жена его Матрена Мартыновна. И так далее. Вот такие записи в этой книге записаны. Начиная с 1861 года и по 1914 год. В то время в селе Мужи проживало где-то семей 10-15 коми, и несколько семей ханты. И ханты, конечно, дружелюбно приняли этих людей и приучали к своему ремеслу, охотпромыслу, рыбной ловле, в частности, и другим местным промыслам. В свою же очередь коми принесли сюда земледелие.
К рассказу Федора Алексеевича можно добавить, что в библиотеке есть немало книг, рассказывающих о родном крае, есть книги и коми писателей. Широко известен роман «Живун» уроженца села Ивана Истомина. Здесь их родина. Вместе играют, вместе учатся, дружат дети хантов и коми и слушают одни и те же сказки и легенды. Что этих охотник Нензелов, немцы вместе еще кто-то из что нас Савуктас охотовалась рутын. И друг сылан кучас нас утны зей поньясыз. Са кучас мортус видедны лаз эчинник ошес меркачны. Са кучас видедны и... Внимательно слушают дети легенду о Ягморте, которую рассказывает им Прокопий Иосифович Чупров, человек много видевший, бывалый. Этот случай, рассказывает Прокопий Иосифович, произошел зимой со стариком Хантом Тымзеловым. Тот ехал на лошади. Неожиданно его собаки залаяли, а лошадь остановилась. Глянул старик на дорогу и обомлел. В нескольких шагах от него переходил дорогу высокий и мохнатый человек. Когда он скрылся с глаз, зашел в лес. Только тогда лошадь снова тронулась с места. Говоря о мохнатом человеке, ханты называют его Куль, черт. Вот такая история. Дети не спорят. Легенда есть легенда. Вырастем, уточним. А пока есть школьная программа, домашнее задание, и важно, чтобы после уроков своим дневником не огорчить домашних. В одном из классов, светлом, просторном, удобном, идет урок русского языка. Ведет урок Матрена Ивановна Артеева, тоже коми по национальности. Быстро пролетит время, дети вырастут, кто-то найдет дело по душе здесь же, на берегах Оби, кто-то уедет в далекие края. Но даже в самом большом городе останется место в душе для небольшого зауральского села Мужи. В настоящее время в селе Мужи проживает более 2500 человек, и 40% здесь, в этом селе, коми. Сейчас наш район занимается рыбной ловлей. Ежегодно дает государству в пределах 25-26 тысяч центнеров рыбы, 10 тысяч центнеров надавливает молока, дает в пределах 3,5-4 тысяч центнеров мяса. В районе, значит, имеется 2 сырофермы. Здесь мы видим традиционные и сравнительно недавно созданные отрасли хозяйства. Немалый доход получает совхоз от продажи государства пушнины. На мировом рынке особенно ценятся шкурки голубых песцов. Зайдете в гости, и вас угостят свежими помидорами, огурцами. А ведь это Северное Зауралье, Ямало-Ненецкий автономный округ. В мастерской по пошиву получили развитие 2 самобытные традиции. Работающие рядом ханты и коми друг у друга перенимают веками накопленный традиционный опыт, взаимно дополняя приемы шитья и обработки шкур, использование подручного материала, а также отделки готовых изделий – шапок, пим, тапочек.
Конечно, эти изделия пользуются большим спросом. Одной большой семьей живет село. Работают сообща вместе и отдыхают. Неповторимы судьбы, бесконечны пути дороги. Хочется запомнить их всех. А дети, их и не узнаешь через несколько лет. До новых встреч, село Мужи, до новых встреч, зауральские коми. Аджиш литач, иссайса, дона ижвата свойтер.